Сейчас соблазнов много, поэтому молитесь, не сидите в телефонах. Это враг изобрел игрушки эти, чтобы вы не думали о спасении, о страшном суде, не молились, а чтобы вы смотрели все подряд, всякую скверну, чтобы оскверняли свои души и сердца. Священный архимандрит Рафаил. Сегодня особенный воскресный день со знаковым значением о воде живой и особо почитается в храме архимандрита Рафаила. Здесь единственный источник, который помогает самым тяжелым больным. Здесь у отца Рафаила исцеляется не только тело и душа в первую очередь. Здесь нет подделки, здесь все настоящее, живое общение с Богом, со святыми угодниками Божиими. И нет на земле более утешительного места, чем здесь, в недрах Днепровской земли, которая освящается двумя подвижниками и великими святыми у Бога и народа, священно-архимандритом Рафаилом и старцем Иоанном Елизаровским. И блажен тот человек, которого Господь сподобит побывать у архимандрита Рафаила и испытать то облегчение и умиротворение, которое нигде не обрести и нигде не купить. Здесь отец Рафаил продолжает свое священническое служение, внимает слезным мольбам каждого человека, просящего его милости. Не видел мир с древности таких чудес, которые Господь и архимандрит Рафаил даруют каждому человеку, который хочет иметь мир с Богом и хочет спасения. Раб Божий Федор увидел, что Господь, Царь Славы, восседал на золотом троне, который держали святые ангелы. Ниже священный архимандрит Рафаил был на облачке, и обильно сходила благодать. А на вечерней службе раб Божий Федор увидел, что архимандрит Рафаил служил вечернее богослужение. Перед ним находился золотой аналой, и на нем золотое Евангелие, которое светилось золотым сиянием. Отец Рафаил бывает здесь всегда не только на праздничных и воскресных, а и на вечерних службах, освящает всех своим благодатным присутствием и Словом Божиим. Христос воскресе! С воскресным днем, дорогие братья и сестры! Сегодня 5-я неделя по Пасхе, о Самаря ныне. Проповедь на сегодняшний день вы прочитали из книги, и это хорошо. Только вы слушали одним ухом, а другим думали о своих делах. Кто-то животных не покормил, кто-то спешит развлекаться и так далее. Только вы забывайте, мои дорогие, что здесь на земле все временное, все приходящее. Нужно прежде всего думать о вечности, о будущем. Никто не говорит, что не нужно работать, кормить животных. В Евангелии написано: 6 дней делай дела свои, а 7-й день посвяти Богу. Потому и напоминаю вам, во время службы нужно молиться, а не мечтать. Причащайтесь почаще, через каждые 2 недели. Сейчас соблазнов много, поэтому молитесь, не сидите в телефонах. Это враг изобрел игрушки эти, чтобы вы не думали о спасении, о страшном суде, не молились, а чтобы вы смотрели все подряд, всякую скверну, чтобы осквернили свои души и сердца. Дорогие мои, блюдите себя, потому что потом захотите исправить, а исправить будет уже поздно. Желаю, чтобы вы пили живую воду, ту, которую дает сам Господь через причастие, через Святое Евангелие, через своих святых угодников. Божие благословение на вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогой отец Рафаил, мы очень рады и безмерно благодарны вам, что мы напояемся настоящей живой водой из вашего источника, от которой на душе всегда становится тепло и даруется нашему немощному телу здоровье. Дорогой отец Рафаил, благодарим вас от всего сердца, от всей души. Вы для нас все. Вы наша семья, вы наша жизнь. Все, что мы делаем, все, к чему мы стремимся, все это вы. Вы наш ум, вы наша душа, вы наше дыхание. И очень бы хотелось, чтобы вы приняли наши малые труды, и чтобы и мы вам принесли какую-то радость, а не только вы нам. И мы вам очень благодарны. Вы именно тот, на кого можно положиться. Мы счастливы, когда вы рядом. И так как сегодня воскресенье, а Самаря ныне, то день ангела всем, кого зовут Светлана. Поздравляю вас с Днем Ангела, желаю вам, чтобы вы подражали своей покровительнице. Служите Богу верой и правдой. Архимандрит Рафаил поздравил всех именинниц и подарил море подарков не только им, а и всем, кто приехал, и тем, кто не смогли приехать. Как же не благодарить милосердного Господа и доброго архимандрита Рафаила и за просвещение ума и сердца, и за дар исцеления, и за море угощений. Честь и благодарение всемогущему Богу и золотому священно-архимандриту Рафаилу. С праздником вас!